Я ставил как-то задачу сделать схему снижения безработицы на примере любого объекта. Необходимо максимально трудоустроить представителей молодежи. Меры по предотвращению безработицы обсудили у главы региона. Самый главный гвоздь, самый наш главный сюрприз – это Владимир Гостюхин, который приедет прямо из Беларуси, летит к нам сюда и будет у нас на открытии фестиваля. Анимация, полный метр, документалистика, игровое кино – все это фестиваль «Золотая башня». Торжественное открытие уже завтра. Прошу от себя лично, жителей Республики Ингушетия, включиться в этот проект и максимально написать, что вы знаете про Республику Ингушетия. А вы готовы к большому этнографическому диктанту? Проверить свою грамотность можно будет уже 3 ноября. Физика – это не мой конек, однако после того, как я начал заниматься электроникой, я начал ее понимать намного лучше. Светлые головы современной действительности. Клуб реинноваций теперь уже в Малгобеке заманил еще порцию юных кулибиных. Минимизированное количество травм, бойцы опытные, знают, как работать. Важность турнира, ее вообще переоценить невозможно. Набраться опыта в рейдже. В специализированном зале бокса в Назрани прошел турнир по любительскому ММА. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня в Пятигорске состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в СКФО. В нем принял участие глава Ингушетии. Одним из основных вопросов повестки дня стало погашение задолженности по заработной плате в СКФО. На 1 октября текущего года задолженность составляет 356 миллионов 600 тысяч рублей. Белавинцев подчеркнул, что в вопросе контроля за погашением этих долгов не должно быть формализации. Первым в печальном рейтинге должников стоит Ставропольский край, затем Дагестан и РСО «Алания». В этом году в округе было проведено 6915 проверок, в ходе которых выявили более 6000 нарушений трудового законодательства. Из них свыше 3000 в сфере оплаты труда. В качестве опыта тоже для своих коллег мы у себя в республике не позволяем строить застройщикам, пока эта процедура не пройдет через правительство. То есть мы как раз выявляем его возможности. Почему? Потому что в своем большинстве то, что мы увидели, это когда человек, у которого за душой ничего нет, просто собирает группу лиц, берет землю, конечно, и собирает у них деньги, и на эти деньги начинает строить. Поэтапно, там 3 или 4 этапа. А мы делаем так, что мы видим историю человека, это одно. А второе, или же второй вопрос, когда без всяких дольщиков человек строит, и на 4-м этапе только тогда мы разрешаем дольщикам участвовать в этой схеме. Когда у нас нет уже рисков или там минимальный риск, что человек потеряет. И третье – это жесткий договор, юридически оформленный, когда мы, власть имеет право, город, там, городские муниципальные власти имеют право отобрать, изъять. Уже на том уровне, когда человек не выполняет уже после 3-го предупреждения условия договора. Вот как бы такие схемы мы вынуждены были пойти на это, чтобы не допускать вот этих обманов людей. Ровно об этом я и говорю. Там, где руководитель хочет добиться, он ищет пути и все решает. А там, где не хочет, он специально создает эту систему, чтобы с 10 тысячами пришел, выделили землю, собрал деньги, и потом там сразу решается и коррупционная составляющая, Матгреевич. Там, где хочет человек, руководитель, решить задачу, он решает. В Ингушетии по факту у нас нет обманутых дольщиков. По факту нет обманутых дольщиков в Ингушетии. О чем я говорю? Об этом как раз и речь идет. Поэтому надо всем опыт Юнусбека Матгреевича взять на вооружение и претворить в жизнь в субъекте своей ответственности.
Ситуацию на рынке труда и меры по снижению безработицы обсудил глава Ингушетии с министром труда, занятости и соцразвития Ингушетии Зелимханом Котиковым. За последние 2 года отмечается положительная динамика, связанная с относительным снижением уровня регистрируемой безработицы и сокращением численности зарегистрированных безработных граждан. Глава Ингушетии отметил, что несмотря на принятые меры, работа по сокращению уровня безработицы ведется недостаточно активно. Необходимо максимально трудоустроить представителей молодежи. Янузбек Евкуров также передал министру зеленую папку с проблемными вопросами, поступившими в программу «Диалог с народом». Он обозначил сроки рассмотрения материалов до 30 ноября текущего года. Отсюда уровень общей безработицы составляет 26,9% по отношению к численности экономически активного населения. Значит, численность, по данным Стата, у нас численность активного населения 253 900 человек. При этом за последние 2 года отмечается положительная динамика, связанная с относительным снижением уровня регистрированной безработицы и сокращением численности зарегистрированных безработных граждан. Если на 1-10 уровень регистрированной безработицы составлял 12%, то аналогичный период этого года она снизилась на 1,7%, составляет 10,3%. Но это еще не последние данные, потому что Стат управления там в следующем квартале только покажет точную цифру. Но безработица идет на снижение. Численность зарегистрированных безработных граждан сократилась на 3000 человек. С 26,8 до 23 800 человек в 2017 году. Я ставил как-то задачу сделать схему снижения безработицы на примере любого объекта. Почему-то до сих пор я эту схему не увидел. Мы в этом году открываем 1, 2, 3 школы с новым штатом. Это в 3 школах, это как минимум 400 рабочих мест, новых рабочих мест. Вот. У меня вопрос такой. Почему эту цепочку не положишь, не покажешь людям? Что значит снижение безработицы? Назвали там 1000, что там, не нарисуйте людям для того, чтобы показать на слайдах, картинках показать. До 10 ноября лишь на телевидении со своими помощниками, заместителями идите на телевидение и там постарайтесь красиво рассказать, что такое снижение безработицы, как оно у нас происходит. Это одна тема. До 10 числа. Разберитесь здесь, делайте анализ. Не может быть такого, чтобы 455. У нас вакансий там по всем секретарям как минимум 1500-2000. Вы должны заставить, чтобы эти вакансии вы выкладывали. Мне вот такие цифры, они, конечно, не совсем нравятся. И 30 числа я постараюсь сам быть на вакансии. Вот там уже как раз вы должны были бы организовывать вакансии после каждого раза, после каждой вакансии, разбор делать и изучать, в чем причина. Почему люди не идут на работу. И показывать по телевизору. Одно дело, когда человек стоит, я, говорит, за 10 000 не хочу работать, но у него работы нет. Значит, он ни в чем не нуждается, если он не хочет за 10 000 идти работать. Да, понятно, небольшая зарплата, но у тебя же нет работы, нет. Но стаж, работу, приобрети хоть что-то, пока вот это есть. Работу проведите здесь, посмотрите. Так, и вот ряд вопросов, которые поступили по диалогу с народом. Вы там не просто должны со стороны наблюдать, а должны видеть вакансии, должны видеть пенсионеров, должны видеть, кого берут на работу. Поэтому вам тоже срок там, до 30 даже ноября списком доложите мне, сколько людей взяли на работу без специализации. Хотя у нас дипломированные есть специалисты. И высшего образования, и среднетехнического образования. Понятно? Изучить тему. Вот по папке разберетесь. Лишний глава администрации разговаривает по каким недостаткам. И постарайтесь там делать не просто там разбор в плане того, кому помочь, кому не помочь. А разбор среди подчиненных, почему эти вопросы дошли до меня. В том числе не только напрямую, который вам подчинен, а и начальники социальных отделов в муниципальных образованиях. Сбор платежей за потребленные энергоресурсы в Ингушетии глава региона обсудил уже с исполняющим обязанности директора компании «Газпром» Межрегионгаз Назрань Михаилом Ерохиным. Он проинформировал, что за январь-сентябрь этого года в республике оплачено 746 с лишним миллионов рублей.
Глава региона потребовал представить списки руководителей сельских поселений, где наиболее худшие показатели в этом направлении, для принятия соответствующих решений. Со своим докладом на совещании выступил директор ингушского филиала МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» Султан Цычоев, который отметил, что уровень оплаты электроэнергии по итогам 9 месяцев 2017 года составляет 61%, что выше уровня оплаты за аналогичный период прошлого года на 4%. Обращаясь к собравшимся, глава региона напомнил о персональной ответственности каждого руководителя в отношении злостных неплательщиков, которые не спешат погасить накопившуюся задолженность. По его мнению, необходимо применять весь набор допустимых по закону мер принудительного взыскания долга, ограничения предоставления услуг, судебные процедуры и так далее. При этом к каждому случаю должен быть индивидуальный подход. Нельзя допустить ущемления прав добросовестных абонентов. В правительстве республики состоялось совещание по вопросам координации работы по противодействию коррупции в регионе под председательством исполняющего обязанности руководителя администрации главы Ингушетии Магомеда Индиева. Репортаж Юсупа Гелесханова. В зале представители практически всех министерств и ведомств региона и главы муниципалитетов. На повестке дня одна из самых злободневных проблем современности – коррупция. Главная цель встречи – выработать эффективный механизм по противодействию коррупции в любых ее проявлениях. Противодействие коррупции – одна из приоритетных задач на всех уровнях власти. Усилия, которые потрачены органами государственной власти республики и правоохранительными, надо отдать должное, привели к определенным результатам. В республике принимаются меры по использованию действенного и современного инструментария, соответствующего региональным особенностям, дающего возможность своевременного выявления и предупреждения пресечения коррупционных преступлений. Борьбу с коррупцией в республике активно ведут на всех уровнях. Для этого разработан национальный план и госпрограмма о противодействии коррупции. О том, как реализуются в регионе эти проекты, рассказал Багаудин Котиков. В настоящее время реализуется государственная программа на 2017 год по 83 мероприятиям исполнителям, которые являются органами исполнительной власти и муниципального образования. Общественная палата, государственная национальная телерадиокомпания «Ингушетия», научно-исследовательский институт имени Ахлиева, торгово-промышленная палата, республиканские средства массовой информации «Разговор» Ингушетии. Поднимали на встрече и тему порядка составления отчетов организациями. Затронули и вопрос, связанный с обращениями граждан по тем или иным жалобам в министерства и ведомства республики. На предыдущем заседании комиссии глава субъекта напрямую указал руководителям министерств и ведомств в перечне поручений: посмотрите, что во вход в каждое министерство, ведомство, муниципальное образование повесить табличку с данными ответственного исполнителя по противодействию коррупции, с его номером телефона и с указанием приемных дней. Там человек может обратиться по любому вопросу, а по сути доложить вопрос, который интересует нас. С окончанием года завершаются и проекты по противодействию коррупции и национальный антикоррупционный план, в связи с чем, подводя итог встречи, Магомед Индиев поручил участникам совещания предоставить подробную информацию и отчеты об использовании средств, выделенных для реализации программ. Каждому участнику, как напоминание, вручили сборники нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции. Юсуп Гелесханов, Рамазан Миржоев, Новости 24. Уже завтра открывается долгожданный международный кинофестиваль «Золотая башня». Он проходит в республике в 4-й раз. Представлено 50 кинолент. От ингушских авторов заявлено 7 произведений. Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится в ДК Назрани в 15 часов. Ну а сегодня провели генеральную репетицию. Залина Магушкова расскажет подробнее. Песни из кинематографа, дебютные исполнения ингушских артистов, эстрады и множество гостей, знаменитых в мире кино. Все это ждет зрителей 4-го по счету международного кинофестиваля «Золотая башня». Торжественное открытие запланировано на завтра. Для репетиции осталось не так много времени, поэтому для артистов дорога каждая минута. Организаторы обещают, что праздник открытия фестиваля будет таким же захватывающим, как и хорошее кино.
самый главный гвоздь, самый наш главный сюрприз — это Владимир Гостюхин, который приедет прямо из Беларуси, летит к нам сюда и будет у нас на открытии фестиваля. На следующий день приедет в Малгобек, тоже на концерт. У нас будет здесь народный артист Юрий Чернов, у нас будет здесь прекрасная исполнительница, звезда нашей эстрады, которая когда-то исполняла «Америку разлучница», это Ирина Шведова. И вот еще одна звезда, это тоже один сюрприз. Приедет самая сейчас популярнейшая артистка театра и кино, мюзикла всех, Анастасия Макеева, которая завтра будет вести вместе со мной, будет вести открытие этого фестиваля. Кинофестиваль «Золотая башня» проводится с 2014 года. Если в прошлом году в нем было представлено до 20 кинолент, то в этом году их число достигло 50. Причем растет не только масштаб кинофестиваля, но и география участников. В конкурсной программе заявлены фильмы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Грузия, Украина, Турция, Германия, Венгрия, Китай и Таиланд. Вижу цифру 4 и не верю в это. Почему? Потому что 2 года мы обсуждали возможность начала такого фестиваля, открыть такого фестиваля в Ингушетии. И в силу разных обстоятельств, так как на Кавказе не было ни одного фестиваля до этого, были когда-то там. Вот. Как-то так складывалось, что не получалось. А сегодня уже 4-й фестиваль, международный фестиваль. В этом году на фестивале фильмы 15 стран, ближнего и дальнего зарубежного. Главный приз кинофестиваля – символическая золотая статуэтка Ингушской башни, которая будет вручаться победителям в различных номинациях фестиваля. От ингушских авторов в конкурсе заявлено 7 кинолент, в том числе от нашей телерадиокомпании. Фильмы интересные, тематика тоже очень интересная, разнообразная, о войне, о мире, о любви, о жизни. В общем, очень интересное кино, советую всем посетить. Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится в Назрановском доме культуры ровно в 15 часов. Кинопоказы пройдут с завтрашнего утра до 28 октября. Площадки бесплатных кинопоказов расположены в Нестеровском дворце культуры, в Центре культурного развития Магаса, а также в кинотеатрах «Дружба» и «Киностар» Назрани. Залина Магушкова, Магомед Урусханов, Новости 24. В Ингушетии пенсионерам со следующего года увеличат размер прожиточного минимума. Такой законопроект, внесенный правительством республики, рассмотрели на очередном заседании Народного собрания. Прожиточный минимум ингушских пенсионеров, согласно законопроекту, поднимут на 303 рубля. Он будет составлять 8703 рубля. Юнусбек Евкуров поручил внимательно рассмотреть проект и согласовать его с Министерством финансов России. Законопроект парламентарии уже рассмотрели в первом чтении. Мы будем поднимать минимальную потребительскую корзину, то есть прожиточный минимум на основании нее, в размере, который будет утвержден федеральным. Насколько нам известно, он в данный момент еще не утвержден. Минтрудом России в правительство была внесена сумма 8726 рублей, но правительство внесло и рассматривается сумма 8703 рубля. Мы ее тоже принимаем в соответствии с федеральным законодательством, то есть минимальный прожиточный минимум в Республике Ингушетия для пенсионеров тоже будет поднят в соответствии с федеральным законодательством и тоже будет сумма составлять, скорее всего, 8703 рубля. Сегодня исполняется 131 год со дня рождения Серго Орджоникидзе. С именем известного советского народного комиссара тяжелой промышленности связаны многие моменты становления и развития нашей республики. Его жизненный и политический путь изучают современники. Так, в Малгобекском музее-мемориале боевой и трудовой славы учащиеся 20-й школы Малгобека подготовили мероприятие памяти Орджоникидзе. Репортаж Амины Боковой. По обе стороны от стенда памяти советского партийного и государственного деятеля, чрезвычайного комиссара Юга России Серго Орджоникидзе, учащийся 20-й школы Малгобека, воспроизводит по крупицам эпизоды из его биографии. Эршкинец, князь бедных. Так при жизни ингуши называли Серго Орджоникидзе, хотя настоящее его имя вовсе не Серго, а Григорий Константинович Орджоникидзе. С его именем очень много связано в истории Ингушетии, особенно с городом Малгобек. Информационный отдел Наркомнадзора России в своей справке подчеркивал: первое место по заслугам перед советской властью следует отдать чеченцам и ингушам.
Родился чрезвычайный комиссар в Западной Грузии, в обедневшей дворянской семье. Окончив двухклассное училище в селе Харагул, поступил в фельдшерскую школу, однако позже был арестован за хранение нелегальной литературы, но вскоре отпущен. Активный участник Первой русской революции в Закавказье. При получении оружия из-за границы был арестован казаками и направлен в Сухумскую тюрьму. Однако с наступлением Октябрьской революции 1917 года его жизнь кардинально изменилась. При советском режиме карьера Серго Орджоникидзе стремительно развивалась, вплоть до назначения комиссаром тяжелой промышленности СССР и чрезвычайным комиссаром Юга России. Орджоникидзе непосредственно участвовал в революционном свержении правительств в Азербайджане, Армении, Грузии и также по созданию Закавказской республики. Назначенный до него чрезвычайным комиссаром и направленный на Северный Кавказ Магомед Яндаров был убит по пути в регион. Уже в августе Орджоникидзе руководит боевыми операциями Красной Армии против вооруженных сил контрреволюции на Северном Кавказе. Серго Орджоникидзе пристально следил за развитием Малгобекского нефтяного месторождения. Побывав в Малгобеке, он предостерег руководство Грознефть от распыления сил и средств на разведочные работы и дал указание немедленно направить 500 буровых на разработку залежи нефти на Малгобекско-Вознесенской площади. Возможности нового месторождения впечатлили наркома, и он принял все меры для его скорейшего освоения. Ингуши всегда были благодарны Серго за тот вклад, который он внес в развитие республики. С именем Серго в нашем городе многое связано, потому что Серго Орджоникидзе сам по себе является основателем нашего города. И здесь у нас есть парк имени Серго, стадион имени Серго, дом культуры имени Серго. И вот стенд, мы еще год назад его сделали на день рождения Серго Орджоникидзе. Когда войска Деникина и Бечеряхова захватили Владикавказ, и вопрос, будет ли советская власть на территории Северного Кавказа, решалась именно в этот момент. И тогда вот Серго Орджоникидзе именно отметил ту заслугу ингушского народа, которая была оказана именно установлению советской власти на территории Северного Кавказа. И вот здесь вот эти слова, вот видите сами слова, о чем говорят. В период неизвестности наша дальнейшая судьба. Только ингушский народ пошел за нами, не оглядываясь. Это говорит о том, что действительно весь ингушский народ стал на защиту советской власти. И в дальнейшем своих всех высказываниях везде Серго Орджоникидзе именно отмечал, что благодаря ингушскому народу восстановлена советская власть на территории Северного Кавказа. 19 февраля 1937 года его не стало. Историки до сих пор спорят, по каким обстоятельствам. Официальная версия гласит, что смерть наступила от сердечной недостаточности. Однако фактически он был найден у себя в квартире, покончившим жизнь самоубийством. В передаче Ольги Шатуновской со слов супруги Орджоникидзе Зинаиды Гавриловны как-то он с утра не встал. Зинаида Гавриловна видела, что он, вставая, подходил к столу, что-то писал и опять ложился. И не успела она сделать пару шагов, как раздался выстрел. Она вбежала в эту комнату, и в эту минуту она увидела, как его рука с револьвером опускается на пол. Он выстрелил себе в сердце. Шатуновская добавляет, что на комоде лежало письмо. В нем он написал все, что думает, что не может больше жить, что он не знает, что делать, но это можно было только думать, потому что никто больше этого письма не видел. К этой презентации школьники готовились всего 2 дня. Многие даже не знали о такой яркой личности. Но теперь биографию Серго Орджоникидзе, учащийся 20-й школы Малгобека, знают не хуже профессионального историка. Ходили в музей, искали информацию, материал. Материала, честно говоря, было очень много. Мы пытались найти самое интересное. Информация в музее по Серго Орджоникидзе не ограничивается одним лишь стендом. Сейчас на реставрации находятся фотографии Серго и ценные письма. Амина Бокова, Адам Кадзоев, Новости 24. В России расширен перечень жизненно важных лекарств на 2018 год. В этот документ, подписанный главой российского правительства Дмитрием Медведевым, дополнительно включены 60 наименований лекарств и 8 препаратов для онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Среди них противоопухолевые, гормональные и наркотические препараты, имеющие подтвержденный эффект при лечении рака. Список дорогостоящих препаратов пополнят 3 лекарства для лечения гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза. Этот перечень лекарств насчитывает более 500 наименований, на которые устанавливаются максимальные ограничения по цене. Кстати, со следующего года определять эту цену будут не производители медикаментов, а Федеральная антимонопольная служба. Ну а что можно считать панацеей от остеопороза? Кого прежде всего поражает болезнь опорно-двигательного аппарата и какую роль в выздоровлении играет питание? Обо всем этом в репортаже Ирины Цичуевой.
С самого утра в эндокринологическом диспансере очередь желающих пройти обследование. У всех этих людей одна общая проблема – заболевание опорно-двигательного аппарата. У Рабият Эльджахкиевой несколько лет назад начали болеть суставы. Долгое время женщина и понять не могла, что же ее мучает. О заболевании остеопороз услышала первый раз, когда с ним столкнулась. Такая боль была, когда я вперед нагинаюсь. Мне даже выписали костыли, я на костылях ходила. 1,5 месяца на костылях. Чтобы облегчить себе боль в костях, я соблюдала диету, жареное не ела. Все, что они мне рекомендовали, я все это придерживалась. Остеопороз или патология опорно-двигательного аппарата чаще поражает тех, кто перешагнул 50-летний рубеж. В ходе болезни кости нашего скелета могут стать очень хрупкими и сломаться при даже незначительных нагрузках. Допустим, уронил человек на пол книгу или открыл тяжелую дверь. Казалось бы, пустяк, но для человека, болеющего остеопорозом, может закончиться переломом. В 21 веке остеопороз стал проблемой общественного масштаба наряду с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые, онкология и сахарный диабет. На первых порах болезнь себя никак не проявляет, но ряд признаков дают о себе знать. Изменение веса, роста, осанки и ноющая боль в позвоночнике. Все пациенты, которые находятся в группе риска по развитию остеопороза, проходят обследование. Это остеоденситометрия, это исследование проводится с целью определения плотности костной ткани, которая определяет или остеопению, или остеопороз, соответственно, в зависимости от степени развития этого заболевания. При необходимости, при выявлении каких-то признаков нарушения костной ткани, их посылают на дальнейшее обследование, определение уровня кальция, уровня витамина D, необходимых гормонов и так далее. В среднем лечение остеопороза длится до 3 лет. В эндокринологическом диспансере выявить заболевание на ранних стадиях помогает современное оборудование. Ведь самое важное – это своевременное лечение. У нас есть УЗИ-денситометрия, аппарат, который выявляет остеопороз. Как правило, остеопороз оно первичное и вторичное. Первичное – это пожилой возраст, менопауза. А вторичное – это хронические заболевания, такие как сахарный диабет, это онкологические заболевания, патологии щитовидной железы. На базе диспансера также функционирует школа здорового питания, где больным остеопорозом выписывают лечебную диету, которая во многом облегчает жизнь пациентам. Правда, вылечить полностью остеопороз невозможно, поэтому и возрастает значение профилактики. Скорректировать вес, ограничить себя в употреблении соли и кофе, которые вымывают кальций из костей. А самое главное – бережно к себе относиться и не забывать, что остеопороз не дремлет. Рина Цычоева, Рамзан Зурабов. Новости 24. Проверить свою этнографическую грамотность приглашает глава Ингушетии. Накануне Дня народного единства 3 ноября в каждом регионе страны на многочисленных площадках пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Стать участником образовательной акции смогут не только жители России, но и наши соотечественники, проживающие за границей. Для этого достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. В прошлом году диктант был проведен впервые. Почти 90 тысяч человек на сотнях площадках от Владивостока до Калининграда стали ее участниками. Теперь же этнографический диктант станет традиционным. Итоги акции подведут ко Дню Конституции России 12 декабря. Республика Ингушетия вместе со всей нашей большой дружной страной будет участвовать в этнографическом диктанте. Поэтому всех прошу от себя лично, жителей Республики Ингушетия, включиться в этот проект и максимально написать, что вы знаете про Республику Ингушетия. А чтобы узнать больше, зайдите на наш официальный сайт, прочитайте там все, пожалуйста, и прошу всех включиться. Особенно всех, кто служил, служит и мечтает служить в воздушно-десантных войсках и военной разведке. Авиамоделирование, робототехника, 3D-моделирование и программирование. Эти направления с успехом осваивают в 3-й школе Малгобека. Там всего месяц назад был открыт клуб реноваций. Его участники стремятся быть впереди планеты всей. Инновационному творчеству посвящают все свое внеурочное время. Жаридат Халухаева подробнее. Принцип индукции, да, катушка индукции. То есть каждый соленоид передает за счет электромагнитных волн следующий соленоид, таким образом накапливая и форсируя мощность вот этой вот всей схемы.
Робототехника, электроники и программирование, где дети воплощают свои идеи в жизнь. Клуб «Реновация» здесь открылся буквально месяц назад. Для юных изобретателей оборудовали школьную мастерскую инновационного творчества. Магомед Тачиев попал в клуб случайно, но благодаря этому у него появилась возможность создать что-то своими руками. Когда мы сюда пришли, было очень некомфортно, потому что мы ничего не знали. Было интересно, однако, но как-то сложно. Физика – это не мой конек. Однако после того, как я начал заниматься электроникой, я начал ее понимать намного лучше. Единственная девушка в клубе программистов Хава Бакаева уже давно решила связать свою жизнь с технологиями. Раньше не было условий, чтобы заниматься, но теперь для нее открыты все двери. Школьница уверена, проекты, которые они разрабатывают, несомненно сыграют большую роль в ее будущем. Это огромный шаг вперед и огромная возможность для нас. Вот у нас было несколько уроков. Именно сегодня мы увидели работу электромагнитного двигателя. Это было очень интересно, то, что мы вообще раньше не видели, эти опыты, которые мы можем даже дома проводить и увидеть эту работу. Занятия здесь проходят 2 раза в неделю. Ребята уже научились собирать базовые элементы. Создавая инженерные проекты и изучая физику, они расширяют свой кругозор, развивают творческое мышление, навыки общения, а также находят пути решения проблем в командной работе. Вот и сейчас ребята вместе трудятся над моделью электродвигателя. Обучение проходит по 2 основным направлениям – робототехника и программирование. Кружок открыт по инициативе Центра молодежного инновационного творчества «Реновация», где обучаются молодые ученые и начинающие предприниматели, студенты, реализующие инновационные проекты на ранних стадиях. В школе он действует только 2 недели, но уже сейчас дети многому научились. Мне кажется, что вот у этих детей есть на самом деле большое успешное будущее, и это будущее будет связано как раз-таки с техническими специальностями, техническими компетенциями. Мне кажется, что Малгобек сам по себе вообще такой промышленный город, и здесь чувствуется вот на фоне других наших филиалов такой особый запрос даже со стороны родителей, запрос на вот как раз-таки обучение детей техническим компетенциям. И мне кажется, это здорово, потому что в этом городе строится завод по производству светодиодов, и этот город, как никакой другой, будет нуждаться как раз-таки в технических кадрах. Открытие в школах республики таких кружков позволит воспитать техническое поколение и обеспечить занятость детей и молодежи, а также привлечь их интерес к изучению наукоемких технологий. Жарайдат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. В государственном унитарном предприятии «Нестеровская» кипит работа. Собрали урожай гибридного сорта кукурузы. Результатом, в принципе, аграрии довольны. Параллельно предприятиям готовятся семена для посева яровых культур в следующем сезоне. Залина Могушкова расскажет подробно. В ГУПе уже заканчивают сбор яровой кукурузы гибридного сорта «Российская». Урожай в этом году, несмотря на небольшую засуху, собрали неплохой, считают агрономы. Всего предприятием было посеяно 120 гектаров земли. В среднем урожай с 1 гектара составил 50 центнеров. В дальнейшем зерно будет поставлено для экспорта в качестве семенного материала. Накапливаем на таку, убираем в кочане, потом везем ее, повезем на кукурузо-калибровочный завод, это в Баксане. Там она будет подрабатываться, расфасовываться. Естественно, 70%, вот у нас совместный договор с ними, 70% кукурузы, значит, нам как семенным материалом будет возвращаться. Предприятие уже отправило в Баксан первую партию в 110 тонн. Сорт кукурузы «Российская-1» предназначен для посева в центрально-черноземных, центральных, средне- и нижневолжских регионах. Сорт выведен из 12 разнокачественных гибридных популяций. Его преимущество в том, что урожайность выше на 30-40%, чем у других сортов. Мы уже в центральный склад завезли около 40 тонн. Мы планируем до 500 тонн завезти сюда. Параллельно предприятие готовит семена для предстоящей посевной кампании. Семенной материал таких яровых культур, как подсолнечник и овес, подвергается технической очистке от сорняков, камней и прочего мусора. Семена подсолнечника будут готовы уже через неделю, и только затем предприятие займется овсом. Тонна 20 семена худя хитсун, антенны жмака хитсун. А я риск янчил овес после цембей яровой.
Яру авиасом бадящий, он тонну 80 гису. Тебя есть связь, шуках. В ГУПе также завершили сев озимых культур. Аграриям удалось уложиться в оптимальные сроки с 20 сентября до 20 октября. Пшеницу посадили на площади в 1300 гектаров и ячмень на 600 гектарах. Единственная сложность, с которой столкнулись аграрии – засушливая погода. Не останавливали обработку почвы, было очень тяжело. Более 3 месяцев не было влаги. А сейчас, как видите, мы находимся на посевах озимого ячменя на площади 70 гектаров. Вообще у нас более 600 гектаров озимого ячменя. Значит, мы поймали влагу, первая влага, что пошла, сейчас, вот видите, дружные всходы. Урожай озимой культуры в этом году в среднем составил 33 центнера с 1 гектара. Сбор яровых овса, подсолнуха, гороха и горчицы составил от 20 до 25 центнеров с каждого гектара. Кстати, горчицу предприятие экспортирует в Ивановскую область. Залина Магушкова, Магомед Дидигов, Новости 24. Главный архитектор республики Лида Плиева вместе с руководителем строительной организации Ибрагимом Угурчиевым представила главе Ингушетии на согласование эскизы оформления фасадов нового ледового катка в Магасе. Ознакомившись с несколькими эскизами, руководитель региона утвердил один. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что это первый каток в столице республики, он должен быть особенным, как по уровню технического оснащения, которое должно отвечать всем современным международным нормам и стандартам, так и по фасаду. Именно поэтому глава лично принимает участие в утверждении эскизов Ледового дворца, равно как и других объектов, имеющих особое значение для республики. Также Юнусбек Евкуров поздравил Лиду Плиеву с присуждением ей высшей награды зодчих России – нагрудный знак «Кентавр». Глава пожелал главному архитектору дальнейших успехов в работе, здоровья и интересных проектов. Главой республики на выездном совещании, и мы неоднократно выезжали, было дано поручение архитектуре головной дать предложение по улучшению архитектурного вида данного объекта. В результате работы, проведенной специалистами отдела архитектуры Министерства строительства республики, мы отработали варианты улучшения архитектурного вида. Поэтому мы пришли к мнению улучшить фасады какими-то декоративными элементами, оформлением карнизной части, фундамента. И таким образом он приобрел с точки зрения нашей более лучший вид, тем более, что он проглядывается со стороны въезда в Магаз. В Акажеве реконструируют районный дом культуры. Ему более 30 лет. Здесь занимаются 60 воспитанников. Ремонт проходит в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. На проводимые работы было выделено 4 миллиона рублей. Репортаж Даны Плиевой. Рабочие заносят пластиковые окна, которые только привезли. Это последняя партия на замену. Устанавливать новые окна вместо старых деревянных здесь начали еще вчера, а сегодня эта работа должна быть завершена. Вслед за этим бригада примется за замену дверей и только после к внутренним отделочным работам. Стены будут белиться, краситься, потолки будут меняться, в потолках будет меняться покрытие, то есть не покрытие, а сам потолок, старый подвесной потолок будет демонтироваться. Вместо него мы сделаем новый свежий потолок. Также старые лампы с большим потреблением электроэнергии мы заменим на новые современные светодиодные лампы. Это даст меньше потребления электричества и большую яркость для посетителей, для тех, кто здесь будет заниматься далее. Этому дому культуры больше 30 лет. Последний капремонт здесь проводили в 2002-м. Тогда Тамерлан Зейтов только вступил в должность директора ДК. Ремонта здесь ждали с большим нетерпением. В этих стенах занимаются больше 60 воспитанников со всего Акажева. В нашем доме культуры функционирует 3 кружка. Это хореографический, вокальный и драм-кружок. Сейчас в связи с ремонтом мы приостановились немножко нашу деятельность. Так мы проводим районные мероприятия у нас в ДК, участвуем в республиканских мероприятиях. Здесь мы проводим, например, такие как День Республики, День народного единства, новогодние мероприятия. 40 воспитанников ходят в хореографический кружок. Паркет в этом зале всегда должен быть чистым. Его моют перед каждым занятием. Поэтому нет ничего удивительного, что пол тоже требует внимания рабочих. Паркет будут менять на ламинат и покроют его лаком. Не стоит забывать и о внешнем облике Дома культуры, которые придадут зданию величественный и красивый вид. Снаружи фасад мы будем отделывать декоративным короедом. Он устойчив к коррозии, то есть к воде, и долговечнее сохраняется, и красивее выглядит, чем обычная простая штукатурка.
Также мы заменим старую плитку на крыльце на современный керамогранит, что увеличит долговечность этого крыльца и его красивый внешний вид сохранит. На объекте задействовано около 40 рабочих, число которых совпадает с общим числом окон во всем помещении и воспитанников хореографического кружка. Сами рабочие полагают, что такое совпадение не случайно, и ремонт пройдет удачно. Все работы здесь планируют завершить к концу ноября. Реконструкция культурных центров проводится еще в Яндаре и Сурхахи. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Тимур Гадаборшев, старший тренер по шахматам спортивного клуба «Ади Ахмат», уже в 3-й раз выиграл республиканский шахматный чемпионат среди мужчин. Обладателем серебра стал Муса Аплиев, а почетное 3-е место досталось Мураду Даурбекову. Региональный шахматный чемпионат входит в серию ключевых шахматных соревнований 2017-го. До конца года запланировано еще 3 турнира по быстрым шахматам среди взрослых. За каждое выступление участникам соревнований будут начисляться баллы. Ну а лучшие шахматисты смогут сыграть в финальном турнире года на Кубок Эрнеста Инаркиева. В специализированном зале бокса в Назране прошел республиканский турнир по любительскому ММА. Право быть лучшим в 8 весовых категориях оспаривали около 150 спортсменов, профессиональные бойцы, а также новички. Организовано мероприятие Федерации смешанных единоборств. Все подробности у Тамерлана Хамхоева. Это, конечно, не битва в горах, но атмосфера в зале напряжена до предела. Борцы, боксеры, кикбоксеры, грэпплеры и самбисты. Что их всех объединяет? Каждый из них планирует забраться на верхушку единоборств в ММА. Поэтому подобные турниры так важны. Алим Альсагов в бою с сильным оппонентом сумел одержать победу, как и его друг Магомед Амин Эль-Джаркиев. Но самое сложное еще впереди. ММА я занимаюсь 1 год, а так ходил в бокс. Занимался боксом 2 года. Бой был несложный. Легче всего было стойки. Около 150 участников со всей республики. Турнир по ММА собрал немало желающих побороться и в стойке, и в партере за звание лучших. Здесь как профессиональные бойцы ММА, так и ребята, которые в рейдже пока не провели ни одного боя. Закалить дух и набраться опыта – вот задача, которая стоит перед спортсменами. А опыт приходит как с победами, так и с поражениями. С этим охотно соглашается Адам Хамхоев. Сегодня он уступил сопернику в очень напряженной борьбе, но разжимать кулаки не торопится. Совсем недавно спортсмен провел схватку в рамках другого турнира и явно сказалась усталость. Первый анонс СКФ. Вчера он любительский мия, нормальный Я Машха могу Махмуду я мия турнир Цумбаркл обязан больше диктурный дикейт опыта выделяться даже больше. Организаторы турнира Федерации ММА Республики, и подобного рода состязания в регионе большая редкость, поэтому интерес как со стороны спортсменов, так и зрителей вполне объясним. На самом деле мы на предыдущем бое мы наглядно видим, что люди, которые уже провели 2-3 профессиональных боя, и боец, который не провел ни одного профессионального боя, может, в принципе, на равных выступать друг с другом, и уже более молодые, менее опытные ребята уже могут на равных конкурировать с так называемыми топ-бойцами нашими. И это очень отрадно, что такие молодые ребята могут себя так выступать на этих турнирах. Для судейского корпуса работа на турнирах по ММА вдвойне напряженная. Затем, чтобы правила никто не нарушал, следит внушительный судейский штаб во главе с Гериханом Шибиловым. Схватки проходят без агрессии и в рамках правил. Это не может не радовать, отмечает судья. Вы сами видите, что минимизированное количество травм, бойцы опытные, знают, как работать. Важность турнира, ее вообще переоценить невозможно, потому что любительское, это у нас турнир идет по любительским правилам. У нас любительское ММА было немножко как бы забыто в связи с профессиональными нашими, в основном, турнирами. И поэтому у нас получалось так, что когда мы уезжали на СКФО, у нас не очень хорошие были результаты. Теперь Федерация ММА поставила перед собой задачу развития именно любительского направления, усиления. Бойцовский клуб «Нарт» представил сегодня больше 10 бойцов. Это будущие чемпионы, уверен президент клуба. А пока им необходимо брать верх на таких турнирах, как сегодняшний. Я бы сказал, что такие роды мероприятий являются фундаментом, не трамплин, а фундаментом, который будет держаться основа профессионализма спортсменов. Такие турниры нужны. Мы всю свою деятельность, когда продолжаем, постоянно говорили, что нужно любительские турниры больше проводить. Просто наши некоторые ребята не понимают, что на любительских турнирах нужно больше участвовать. Ведь федерация является не по профессиональным видам спорта, а по любительским видам спорта.
Для победителей турнира предусмотрены денежные вознаграждения, медали и грамоты. Впрочем, для спортсменов стимул совсем в другом. Вполне возможно, что несколько критериев отбора на такие серьезные турниры, как битва в Назране и битва нартов, они уже прошли. Теперь нужно работать вдвойне усерднее. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Греби, тыква, греби. Ежегодный заплыв едва ли не главное событие в жизни американского городка Туалатин в Орегоне. Который год подряд местные жители соревнуются в гребле на гигантских тыквах. В этом регионе уже давно выращивают бахчевые огромных размеров. 14 лет назад было решено, что тыква – это не только ценный продукт, но и средство передвижения. Управлять подобной лодкой чрезвычайно сложно, на скорости речи и не идет. Держит гребца на воде уже хорошо. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.